Таджики, будьте внимательны. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как новые возможности привлекают новые проблемы. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Сотни жителей Центральной Азии попались на удочку мошенников, которые выманивали у них приличные суммы, выдавая себя за посредников или представителей иностранных фирм, которые помогают с визами и поисками работы за рубежом. Например, в Ташкенте разоблачили группу мошенников, которые обманным путем получили у ничего не подозревающих жертв почти $50 тысяч за несуществующую работу за границей, сообщила в июне пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана. В сообщении прокуратуры отмечалось, что мошенники, граждане Узбекистана, говорили людям, что у них есть знакомые, работающие в западных посольствах, которые могут оформить визы, и потребовали за это предоплату. Подобные случаи зарегистрированы и в соседних Кыргызстане и Казахстане, где мошенники в основном рекламируют свои услуги в социальных сетях. Мошенничество вокруг трудоустройства явление отнюдь не новое, но власти и эксперты предупреждают, что количество фейковых фирм и мошенников резко возросло в последние месяцы на фоне ослабления ковидных ограничений на выезд за границу. Уязвимые люди с Центральной Азии, ищущие работу, становятся мишенями преступников и в России. Миллионы трудовых мигрантов в этой стране столкнулись с тем, что их заработная плата и возможности трудоустройства снизились из-за жестких экономических санкций, введенных Западом в ответ на вторжение России в Украину. Более 150 мигрантов из Кыргызстана заплатили не менее $1600 каждой частной компании в Москве, которая пообещала им высокооплачиваемую сезонную работу в Европе. Мигрантов обманули. Компания под названием Immigration 365 требовала от кыргызстанцев предоплату за услуги, которые якобы включали оформление трудовых виз и трудоустройства, рассказали несколько пострадавших. 44-летняя Айзада Мурадилова рассказывает, что заплатила около $2000 этой компании, которая предложила ей в феврале работу в сельскохозяйственной сфере в одной из европейских компаний. Мне сказали, что поеду в феврале, потом в марте-апреле, говорит она. Когда я пошла к ним в апреле, сказали, что мне прислали приглашение и что я скоро еду, но мне не показали эту бумагу. Компания посоветовала Мурадиловой получить визу в консульстве в Екатеринбурге. Мурадилова поехала из Москвы в Екатеринбург, расположенный примерно в 1670 километрах от российской столицы. Там она узнала, что стала жертвой мошенников. Дипломаты посольства Кыргызстана в Москве подтвердили, что Мурадилова и другие кыргызстанцы обратились за помощью в возмещении средств и поимке мошенников. Российская полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, сообщили в посольстве. Только за первые 3 месяца этого года милиция в Кыргызстане завела 32 уголовных дела в связи с миграционным мошенничеством, в том числе по фактам обмана с трудоустройством в Европе, США, Канаде и Южной Корее. Как вы относитесь к такой ситуации, к тому, что наши власти особо не публикуют такие данные? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А в последние месяцы тысячи выходцев из Центральной Азии были легально наняты на сезонные сельскохозяйственные работы в Великобритании, чтобы восполнить нехватку рабочей силы, связанную в основном с Брекситом, выходом страны из Евросоюза. Рабочие из Центральной Азии отбирались через третью сторону, официально зарегистрированных рекрутеров, у которых заключены контракты с британскими фирмами. Но мошенники в Центральной Азии поспешили объявить о трудоустройстве в Великобритании, выдавая себя за рекрутинговую фирму. Милиция в Кыргызстане и Узбекистане сообщает, что мошенники часто требуют от соискателей от $100 до $1000 за отправку на сбор клубники в Великобританию. Это побудило некоторых британских работодателей предупредить потенциальных работников из Центральной Азии, чтобы они остерегались мошенников. Британская компания Fruitful Jobs призвала потенциальных соискателей в Центральной Азии подавать заявки через AGRI HR, единственную рекрутинговую фирму, с которой она работает. В связи с многочисленными случаями мошенничества сообщаем, что Astrodic HR не работает в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане или Казахстане и не имеет там полномочных представителей, написала компания. Любое лицо, утверждающее, что оно представляет нас, действует незаконно. Пожалуйста, не оплатите комиссии каким-либо компаниям или отдельным лицам и связывайтесь с нами напрямую, чтобы об этом сообщить. Власти Центральной Азии рекомендовали соискателям искать работу по легальным каналам и тщательно проверять полномочия рекрутинговых компаний. Они просят заявителей держаться подальше от тех, кто требует предоплату. Количество нелегальных компаний, работающих без лицензии, растет, сказал Захид Аскаров, высокопоставленный чиновник Министерства занятости Узбекистана. По закону только официально зарегистрированная компания имеет право на трудоустройство за границей, поэтому мы просим наших граждан проверять деятельность компании, прежде чем платить им, сказал Аскаров. Эксперты говорят, что мошенники пользуются тем, что люди не знают основные правила трудоустройства и получения визы и не владеют иностранным языком.
языком. Когда компания говорит вам, что оформит рабочую визу в течение 2 недель и требует за это деньги вперед, это нонсенс. Обычно получение рабочей визы занимает от 3 до 6 месяцев, говорит Данияр Муканбетов, сотрудник фирмы в Кыргызстане, которая занимается трудоустройством. Как вы относитесь к такой ситуации? Есть ли у вас знакомые, которые попались на эту удочку? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.